Здравствуйте, меня зовут Акаемова Ольга. Я ученица медицинского класса 31-й школы. Сегодня мы открываем серию интервью с известными выпускниками нашей школы. И как знаменательно, этот год объявлен годом здоровья в Республике Саха-Якутия. И наш сегодняшний гость – выпускница 31-й школы Борисова Елена Афраимовна, министр здравоохранения Республики Саха-Якутия. Елена, здравствуйте. Добрый день, Оля. Как ваше самочувствие? Мое самочувствие замечательное, прекрасное, очень хорошее настроение. Мне отрадно, что 31-я школа не забывает своих учеников, а мы, как ученики, очень благодарны и никогда не забываем свою школу. Хорошо. А можете ли вы сказать о том, что с самого детства мечтали стать врачом? Как менялись ваши жизненные приоритеты с вашим взрослением? Очень интересный вопрос, и я всегда на него откровенно отвечаю. Я никогда не хотела быть врачом. Это вообще не моя цель в жизни, хотя я училась в биолого-химическом классе. Самый первый класс, экспериментальный, тогда появился в республике. И мы в рамках эксперимента с Черниной Александрой Алексеевной был организован этот класс, и мы, значит, туда пришли. У нас было не так много учеников, 25, и я горжусь, что большинство из них как раз выбрали профессию медицины. Лично меня же касалось, наверное, то, что в первую очередь у нас в семье династия финансистов и экономистов. Но меня никогда не привлекали цифры. Единственный человек с медицинским образованием – это была моя мама. И мечта моей мамы была, чтобы я тоже была медицинским работником. Хотя я всегда больше любила психологию, меня привлекало какие-то такие более, наверное, душевные вопросы. И я мечтала поступить в Новосибирский социальный институт педагогики и психологии. И к сожалению, моя мечта не осуществилась, но нам повезло, мы сдавали биологию и химию как выпускной экзамен, он же у нас был вступительный. Это был такой эксперимент, 92 год, такого даже представить не могли, о том, что можно сразу, выпускаясь со школы, быть уже студентом. Но поскольку, еще раз говорю, класс был профильный, для нас, в принципе, сдача в тот же медицинский институт не составляла проблем. Подготовка у нас была великолепная. Мы тогда уже занимались в школах Северо-Восточного университета, тогда был Якутский государственный университет. И вот поступила в мединститут. В мединституте тоже у меня очень много менялось направлений. Вначале я по упованию своей мамы, она говорила, будешь психиатром, потом займешься своей психологией, и дальше будешь развиваться. И где-то до класса 4-го я никак не могла, курса 4-го я никак не могла определиться, в каком направлении же мне развиваться. И всегда вспоминаю такую историю. У меня была подружка, Ольга Власова, которая мечтала быть гинекологом, она говорит, пойдем со мной на курсы. Раньше были такие факультативы. Я говорю, пойдем, делать-то нечего, время есть, пойдем, будем заниматься активно, поинтересуемся. И вот мы пришли, значит, на дополнительное занятие по акушерству и гинекологии. Судьба сложилась таким образом, что она акушер-гинекологом не стала, она потом ушла в неврологию, я же осталась в акушерстве и гинекологии. Вот так, наверное, определилась моя судьба. Вначале как специалиста, акушер-гинеколога, а в дальнейшем уже, если говорить об организации здравоохранения, это тоже был чисто случайный случай. Меня пригласили на время заменить акушер-гинеколога города, поскольку у меня тогда уже была кандидатская степень, был некий опыт организаторской работы, для того, чтобы встретить такую большую представительную комиссию с Москвы. И случайно оставшись, буквально 2 недели пригласив, я так и осталась в рядах чиновников. Хорошо. А вот профессия врача, она отличается в реальности от того, как вы ее представляли ранее? Для меня нет, потому что, еще раз повторю, мне было проще, у меня мама все-таки врач, я прекрасно представляла, что это такое, как она сложна, эта профессия, как ответственна, как необходимо людям, поэтому, полное такое понимание, наверное, у меня было. Второе, я с самого первого курса работала санитаркой, сначала в гастроэнтерологическом отделении, потом перешла уже, когда возможность была работать уже средним медицинским персоналом, акушеркой в отделении, патологии беременности. Поэтому на протяжении всего обучения я сталкивалась с пациентами, сталкивалась с медицинской жизнью. И для меня это было, наверное, сама жизнь. Хорошо. А вот на этом моменте можете немного поподробнее рассказать о своей карьере? Какие у вас были резкие взлеты и какие падения? Я не могу сказать, что у меня были в моей жизни падения, потому что любое испытание, оно, испытание, для того, чтобы мы были сильнее, крепче. Но я уже говорю, у меня жизнь складывается всегда очень интересно в отношении того, что я никогда не загадываю, что бы я хотела. У меня все время, мама у меня такой человек достаточно требовательный, жесткий, и всегда хотела видеть от меня, от моей сестры какой-то целеустремленности. Мы же в силу своей, может быть, какой-то инертности иногда плыли по какому-то течению, но это течение всегда приводило нас в правильное направление.
Возможно, из-за того, что мы всегда интересовались общественной жизнью. Возможно, из-за того, что мы никогда не боялись отстаивать свое мнение. Возможно, из-за того, что мы всегда были честны перед самими собой. И на самом деле, я, как уже сказала, я начала свою трудовую деятельность давно вообще, еще в 1989 году, когда умер мой отец, необходимо было помогать маме. То есть у меня трудовая книжка буквально с 14 лет. Начинала я уборщицей в кооперативном техникуме, где работала моя сестра в то время. И вот в дальнейшем постоянно работала. То есть я работала санитаркой, я была акушеркой, я была врачом-интерном, я была врачом приемного отделения. И как-то так складывается, что на протяжении моей жизни у меня всегда несколько профессий. То есть даже будучи акушер-гинекологом, я подрабатывала на кафедре, потом, наоборот, кафедра стала моим основным местом работы. Я подрабатывала в отделении гинекологии, в том числе в отделении ультразвуковое исследование. У меня вторая специальность по пренатальной диагностике. Дальше, допустим, даже будучи чиновником, главным врачом, я все равно работала на кафедре. Ранее на 2 кафедрах акушерства и гинекологии. Потом появилась организация здравоохранения. И до сих пор я продолжаю даже в должности министра работать на кафедре организации здравоохранения, веду курс студентам, практические занятия. У меня есть наставники, молодые специалисты, которые выиграли в том числе в игре «Министр». Наверное, это такая очень интересная жизнь, которая позволяет в том числе и саморазвиваться самой себе. Хорошо. И если у вас такой вот весьма интересный карьерный рост и в общем жизненный путь, вам не было сложно начинать работать уже в 14 лет? И какой это отпечаток нанесло на будущее? Отпечаток один. Это, наверное, такое понятие трудоголик. То есть постоянно надо работать, приоритет работа, работа, работа. Понятно, что несмотря на то, что у меня достаточно рано появилась семья, рано появился ребенок, потом второй, тем не менее, все равно, наверное, как бы не стыдно сейчас признаться мне как женщине, приоритет все равно оставался эта работа. Вот этот трудоголизм, он вообще воспитывался в первую очередь в семье, конечно. Ну и второе, то, что приходилось все время работать. Наверное, это уже такая стиль жизни, да, как вот сейчас здоровый образ жизни – это стиль, и вот работать постоянно – это тоже стиль жизни. А вот имея семью и детей, не сложно ли совмещать, воспитание детей с работой? Сейчас уже, оглядываясь назад, можно понимать, что да, возможно, ты где-то что-то упустил. Но я очень горжусь своими детьми, у меня замечательные дети. Сын закончил давно уже, тоже Северо-Восточный федеральный университет, уже женат, а дочь студентка сегодня. И, наверное, все, что возможно, по крайней мере, ту любовь, которая должна отдаваться детям, те правильные привычки, наверное, традиции, то уважение к старшим, забота о младших. Это я смогла дать. А дальше дети могли уже сами тоже развиваться и самосовершенствоваться. Главное, для этого нужна была хорошая почва и хороший пример. Хорошо. А вот опять-таки о взаимоотношениях родителей с детьми. Например, на примере своего поколения могу сказать то, что и опять-таки на примере собственном могу сказать то, что родители иногда давят на своих детей, говорят выбирать определенную карьеру, то есть определенную профессию и идти только по ней. И, как говорится, у вас в семье тоже было что-то похожее. Абсолютно верно. Я не зря сказала, что мама у меня достаточно тяжелый человек в части правильного, четкого определения пути. В какой-то мере я ей сегодня благодарна, потому что я была тогда, возможно, не совсем владела той информацией, которая имела место быть. Это сейчас вам проще. Я все время дочери говорю, тебе проще, у тебя открыты все пути, весь мир перед тобой, потому что ты можешь заглянуть на интернет-страницу, прочитать про любую профессию, прочитать про любые возможности трудоустройства дальнейшего. Мы же тогда были в некотором другом измерении. Нам все равно нужно было, наверное, то наставление, которое было. И я, в свою очередь, тоже с сыном, наверное, тоже так поступила. Да? Я сына направила на обучение. Мы долго определялись. Конечно, последний шаг был за ним, потому что он шел уже по примеру своего старшего брата, да, моего племянника. Но, тем не менее, направление было. Сейчас с дочерью я решила абсолютно по другому пути пойти. Я решила дать ей абсолютную свободу. И я вижу, как ей сложно, как она мечется. И, тем не менее, я бережно все равно ее направляю, без уже такого напора и нажима, но, тем не менее,
ведя, скажем так, и показывая свет в какую-то сторону по направлению. Все равно детей надо направлять. Хорошо, то есть вы считаете так, да? Да. И если, исходя из этого, если ребенку давать полную свободу, он может взять и потеряться? Не исключаю такой вариант. Я за сторонник того, что если ты направил, и потом ребенок не выбрал ту или иную профессию, решил перестроить, да, пожалуйста. Но то, что в начальном пути, все равно надо ему подсказать, как пойти, наверное, это правильно. Дальше он, когда повзрослеет, когда осознает, когда будет чувствовать за собой уверенность, может выбрать любой путь. А какими вы были школьниками? Мы, наверное, были такими же, как все, озорными, веселыми, может, порой хулиганистыми, но однозначно добрыми. Мы всегда всех любили, мы всех всегда знали. Хотя мне до сих пор одноклассники говорят: как ты вот этого товарища не помнишь, что ли? Вот я знаю, а я как-то вот не всех, может, помню на лицо. Но, тем не менее, нам казалось, что у нас такая одна большая-большая дружная семья. И здесь, наверное, надо отдать должное тем педагогам, которые нас воспитывали. Мы всегда с теплотой вспоминаем, а мы дружим до сих пор очень тепло, в том числе со своими одноклассниками общаюсь очень плотно. Вспоминаем, допустим, как мы ходили на различные линейки, как мы там сопровождали различные парады. То есть 31-я школа всегда звучала, всегда была впереди, и мы, соответственно, как школьники, как общественники, тоже были на высоте. И, может быть, поэтому сегодня учеников 31-й школы, которые имеют какие-то достаточно значительные достижения, именно являются выпускниками 31-й. Есть ли какие-либо различия между медициной в Якутии и медициной в Центральной России? И в чем они в основном заключаются? Такой вопрос достаточно сложный, потому что если бы я была сторонним обывателем, я бы, наверное, проще ответила. Да? Поскольку я организатор, мне на этот вопрос отвечать сложнее всегда. Правила игры по России одинаковые. Все стандарты оказания медицинской помощи, порядки, возможности. Есть разница в материально-технической базе. Но сегодня Республика Саха-Якутия занимает лидирующие позиции по оказанию медицинской помощи. И даже вот не могу не коснуться ковида, который 2020 год нас всех мучил, показал очень четкую тенденцию. Мы всегда стояли там в тройке, в пятерке, в двадцатке лидеров по тем или иным показателям, несмотря на то, что, конечно, волнение было среди населения. Но все познается в сравнении. И люди, которые вот даже сейчас находятся, к примеру, там на отдыхе в Крыму, где-то там в каких-то других городах, да, они сегодня обращаются с просьбой там о помощи, о консультации, о каких-то мерах, потому что, к сожалению, не везде сегодня медицина на должном уровне. И я считаю, что в Якутии она достойная. То есть мы можем предоставить любые врачебные услуги нашим пациентам? Абсолютно верно. Сегодня есть все виды медицинской помощи, которые мы можем оказывать. Все есть для этого возможности, ресурсы, материально-техническая база. Конечно, есть исключительные какие-то виды помощи, которые занимаются специальные федеральные центры. Но для этого тоже есть возможность сегодня пациента отправить и в этот федеральный центр. У нас сегодня нет каких-то ограничений, у нас нет сложностей, у нас сегодня все достаточно прозрачно, на электронном портале можно оформить документы, и люди, в принципе, тем более, если это экстренная медицинская помощь, могут ее получить. Приведу такой простой пример, как, например, онкология. Да? Значит, есть такое ПЭТ-исследование, так называемое. Сегодня в Якутии его нет. И для того, чтобы его организовать в Якутии, мы несколько раз про это думали, и до сих пор задумываемся, просчитываем, насколько это экономически эффективно сегодня такое дорогостоящее, очень индивидуальное оборудование в Якутию приобретать. И сегодня мы считаем, что нам удобнее отправлять пациентов в другие города, где он сегодня существует, для того, чтобы проводить там то или иное исследование либо лечение. Но при этом у нас уникальнейшие хирурги-онкологи, к нам приезжают профессора, мы своих докторов вывозим, в том числе онкологи наши ездили в прошлом году, даже несмотря на ковид, учились и в Японии, и в Корее. Сегодня эти границы абсолютно стерты, и уровень профессионализма наших докторов, он не вызывает сомнений. То есть данный успех, он получился за счет
правильного экономического распределения, да? В том числе правильного менеджмента, правильной организации, правильного распределения ресурсов, то есть все в совокупности. Хорошо. А в чем основные проблемы современной медицины? Чего мы не можем дать людям? Мы не можем сегодня дать людям, наверное, их ожидания. У нас сегодня очень быстрый, такой импульсивный мир, да? Всем хочется быстро, сразу и сейчас. Это как раз говорит о том, что, допустим, я, там, молодой человек, придя, хочу получить все полностью, осмотреть себя с ног до головы, и причем это желательно в один день, в один час, и никуда больше не ходить в одном месте, да? Вот это мы не можем сегодня дать. Поскольку ожидания врачей, медицинского сообщества и ожидания пациента, они сегодня разнятся. Вот когда у нас будет одна точка соприкосновения, одна реперная точка, тогда, наверное, мы сможем осуществлять эту деятельность немножко в другом формате. Но опять приведу такой практический пример. Да? Медицина, к сожалению, она тоже экономическая. Да? И как бы люди не говорили, как так, врач, там, о каких деньгах вы можете говорить, это же социальная помощь. Нет, это то же самое, та же услуга, которая рассчитывается по экономике. И в медицине тоже есть очень четкие правила, нормы, стандарты, как, наверное, в любой специальности. То есть никто не оспаривает тарифы ЖКХ, да? Но почему-то все считают, что в тарифы здравоохранения они должны оспаривать. Да? Ну, вот, допустим, тот же медосмотр. Вот мы призываем, вы помните, в 2019 году у нас была широкая такая акция, если вы помните, «Здравосмотр» называлась. Мы ее, кстати, будем продолжать очень активно, как только все, значит, закончатся санэпидемические меры. И когда люди приходят на медосмотр, для нас очень важно провести такой определенный скрининг, да? То есть отсев пациентов, и мы делаем элементарные там анализы, которые характеризуют, направлять там этого пациента такой-то поток, либо в другой. Так пациенты не удовлетворены. Они хотят, допустим, они хотят на этом осмотре УЗИ, они хотят МРТ, КТ, какие-то дополнительные виды исследований. Вот они, расхождение ожиданий. То есть мы хотим одного, нам нужно сделать что-то одно, а пациент хочет другого. То есть основная проблема современной медицины заключается в взаимоотношении людей? Это одна из проблем. А такие проблемы, как, например, рак и прочая онкология, они тоже являются сейчас острой темой? Одной из актуальнейших тем во всей стране, но во всем мире, наверное, рак очень молодеет, является второй причиной смертности из всех заболеваний. К сожалению, здесь тоже очень важен аспект – это забота о собственном здоровье. Вот опять-таки эти же медосмотры, эти скрининги, они в том числе направлены на выявление там, раннего рака. Да? Но у нас есть случаи, когда, как акушер-гинеколог могу сказать, когда у нас женщины по 2-3 года не посещают специалиста. А это как раз-таки формат развития того же рака шейки матки, который очень популярен. У нас в республике стоит практически на 3-м месте по заболеваемости, в том числе смертности. То есть это вот пренебрежительное отношение к своему здоровью. Это в первую очередь все равно всегда идет от самого человека. И второе, это, конечно, возможно, недоступность той или иной услуги. Вот пример «Белая роза» Саха, если тоже слышали. Я еще тогда, будучи общественным деятелем, работая в общественной организации «Матери России», это была наша идея привести вот такой формат медицинской помощи в нашу республику. Вот он у всех удовлетворяет, потому что, опять-таки, там за 40 минут можно пройти все виды исследований, которые необходимы. Вот когда мы научимся вот таким образом распределять потоки, возможно, тогда у нас придет консенсус между пациентом и медициной. То есть ускорение предоставления медицинских услуг сейчас является одним приоритетом из важных приоритетов? Да, это приоритет. Хорошо. А помимо рака есть же другие заболевания, например, там синдром Дауна, аутизм и так далее. Если не ошибаюсь, данные заболевания в последнее время стали все чаще и чаще проявляться среди населения. Есть ли какие-либо причины этого? Это наследственная патология, это процент урбанизации, да, так называемый. Если взять страны Европы, то там синдром Дауна уже давно не то чтобы распространенное заболевание, это заболевание, с которым люди живут, это абсолютно полноценные члены нашего общества. Россия же в силу своей ментальности только-только начинает воспринимать такое, как синдром Дауна, потому что такие дети начали появляться на свет, потому что такие дети начали жить, тот же аутизм, то есть это все наследственные заболевания. Но мы все-таки сторонники того,
чтобы на ранних стадиях в рамках той же пренатальной диагностики наследственную патологию выявлять и каким-то образом ее корректировать. Что же касается вообще в целом наследственных факторов, то чем выше урбанизация общества, тем больше наследственных заболеваний, тем больше поломки хромосом. Ну вот опять-таки вернусь к тому, что смотрите, даже рождаемость, роды девочек молодых, вот вы сколько вот вы ученица медицинского класса, то есть вы прекрасно себе понимаете, что вы будете поступать, 6 лет учебы, когда вы планируете семью и когда вы собираетесь сами завестись с детьми? Предполагаю, где-то лет в 30. Лет в 30, вот. Синдром Дауна, он как раз-таки и коррелирует с возрастом беременной женщины. Да? Чем позже деторождение, тем выше процент наследственной патологии. То есть хромосомы все-таки у нас более тонкая чувствительная натура, они имеют свойство ломаться. Да, к сожалению, сегодня вот общество как раз молодежи, оно сходит к тому, что отодвигают деторождение, что сказывается о повышении наследственных заболеваний. Хорошо. И в таком случае, дабы избежать подобных заболеваний, какие вы можете дать рекомендации населению? И существуют ли они вообще? Рекомендаций очень много. Рекомендаций много, и на каждое заболевание они свои. Если мы говорим о соматических заболеваниях, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, заболевания тем же онкологическими, да, заболеваниями, болезнями, то это в первую очередь, как ни крути, как бы не банально, но все равно это здоровый образ жизни. Это не обязательно, там, что вы должны там, обязательно заниматься спортом там, без конца и края 24/7, да? Но это правильный образ жизни. Это элементарно даже соизмерение труда и сна. Это уже правильный образ жизни. Это правильный водный баланс, это правильная там, физическая нагрузка. Это своевременные медицинские осмотры. Если мы говорим про различные наследственные заболевания, то деторождение должно быть своевременным. Мы должны беречь свое репродуктивное здоровье. Вот это простые профилактические мероприятия, которые должен соблюдать каждый человек, если он хочет иметь здоровое поколение. Хорошо. Сейчас мы проведем небольшую серию блиц-опроса. Это мы недавно провели опрос у себя на странице в Инстаграм. Во-первых, странице Инстаграм 31 кадра, и на своей собственной странице я тоже провела небольшой опрос. Вопрос от одной девушки. Основная задача объявленного в Республике 2021 года – здоровье. В чем она заключена? Очень хороший вопрос, и, наверное, надо преамбулу сказать. Мы очень благодарны Александру Сергеевичу за то, что он решил такое правильное принять, простите за тавтологию, решение, потому что медицинское сообщество очень давно ждало. Был год учителя, год там, культуры, год семьи, год спорта, и ни разу не было ничего, что было посвящено как отрасли здравоохранения, так и здоровью. Но почему год здоровья, почему не год врача, не год медицинского работника? Это очень важная составляющая, потому что мы для себя здоровье понимаем как? Это в первую очередь физическое, это психическое и социальное здоровье. То есть это 3 основных составляющие, которые направлены на благополучие жизни человека и абсолютно спокойный труд. Да? Поэтому здесь очень важное понимание, что это не год здравоохранения, это не год медицины, который будет посвящен там, всей медицинской. Это перестроение сознания на то, что за своим здоровьем должен следить каждый. Еще раз повторю, это может быть не только каждый как человек, как единица, да, это любое министерство. Вот мы вот со спортом все время спорим, да. Я говорю, если вы строите свои велодорожки, значит, велодорожки должны быть в правильных местах, а не в отношении там по улице Чернышевского, самая загазованная улица, да. Если это Министерство образования, значит, у нас должны быть какие-то форматы гигиенического воспитания. Мы вспоминаем очень часто, когда в детских садах ранее занимались закалкой детей, физио, давали какие-то препараты D, витаминчиков, Е, да, йод давали. Сегодня какие-то такие простые глобальные вещи, они утрачены, к сожалению. Утеряны из советского здравоохранения, из советского профилактического здравоохранения и профилактического здоровья, ну, в период 90-х, наверное, что самая большая печаль. И сегодня мы должны перевернуть вообще сознание общества на то, что в первую очередь важно профилактическое направление деятельности всех отраслей. И тогда будет здоровый человек и здоровое общество. Хорошо. Следующий вопрос.
Портрет какого ученого обязательно должен висеть на стене кабинета каждого класса? Не знаю, на ваше усмотрение. мне кажется, Эйнштейна. Потому что это человек, который не только обладал уникальнейшим интеллектом, но и креативным и юмористическим мышлением. А без юмора, мне кажется, в тяжелой науке достаточно сложно. И по поводу тенденций на 2021 год. Скорее всего, здесь в мире ведут тенденции в распространении заболеваний. Коронавируса. Вызовы вообще нового столетия. И, наверное, каждого столетия, если вы смотрели, там кто только чего не придумывал, да, каждый там 19, 20, 18, 20 и так далее, да, это вот сегодня вызовы, наверное, нашей природы, которая вот определила именно в таком виде проверить нас на прочность, да, скажем так. Вирус пришел. Он будет мутировать достаточно долго, потому что это вирус, это живой организм, который любит приспосабливаться, любит продлевать свою жизнь. И пока мы не проведем полную иммунную прослойку всего населения от этого вируса, он будет персистировать, наверное, вот в таком остром периоде еще года два, наверное, 3, да. Конечно, сейчас вот пришла вакцинация, и вот в том числе в республике у нас мы начали активно вакцинироваться. С периодом вакцинации, может быть, этот процесс ускорится. Но то, что 2021 год будет под тем же знаменем, что 2020, может быть, с меньшей эмоциональной окраской, это однозначно. И опять-таки ряд вопросов, посвященных самой горячей теме на данный момент, это коронавирус. Вопрос от одного парня. С какой стороны правильно носить маску? Самый, наверное, интересующий вопрос. Ну, вообще маска, она двухсторонняя, да. Считается, что для чего она двухсторонняя? Как раз-таки для того, чтобы говорить, ты оберегаешься от других или оберегаешь других от себя. Но считается, если синей стороной, значит, ты не болеешь и, значит, боишься заразиться. Если белой, ну, там может быть зеленый цвет, неважно. Если светлой стороной, то наоборот, ты болеешь, значит, и оберегаешь общество от себя. Хорошо. Надо просто напомнить, что маску надо менять каждые 2 часа. Это обязательное требование. Когда стабилизируется статистика коронавирусной инфекции? А что со статистикой не так? Статистика, она абсолютно верная, достоверная, просто она имеет 2 направления. Есть направление Роспотребнадзора, которые в статистику берут только положительные исследования, подтвержденные лабораторно. И есть статистика клиническая. Вы, как будущий медик, тоже должны понимать, что не все анализы у нас дают лабораторное подтверждение. Я всегда коллегам своим привожу такой пример. Например, есть HBs-антиген, очень известно, все это его знают, это вирусные гепатиты. Но если вы являетесь носителем HBs-антигена, это не значит, что вы болеете и находитесь на каком-то клиническом лечении. И с коронавирусом точно так же. Мы берем всех, кто требует, либо не требует лечения. Хорошо, и отсюда небольшой вопрос есть. Какая существует основная разница между такими анализами, как SARS и ПЦР? Есть ли какая-либо разница, и всегда ли они дают одинаковый ответ? ПЦР, ИФА и ИХА вы имеете в виду, да? Да. ПЦР, полимеразная цепная реакция, это конкретно мы берем материал, и обычно со слизистой носа и полости рта. Немножко другой вид исследования выделения непосредственно жирового РНК. И он может быть, как и любой другой анализ, ложно положительным либо ложно отрицательным, достоверность всего 98-99%. Ну, например, вы перед анализом, перед забором анализа хорошо промыли там носоглотку, да, какими-то растворами, либо наоборот долго летели в самолете, сухость, да, и поэтому вы не выделили вирус. Но это не значит, что его там нет. Что же касается ИХА и ИФА, то это на антигены ИХА, иммунохромогенный анализ, значит, когда не на саму РНК, а на его антиген, то есть на реакцию этой РНК. А ИФА, иммуноферментный анализ, это уже непосредственно антитела, которые находятся в крови, то есть это иммунный ответ. То есть это абсолютно 3 разных вида анализов, и у всех у них разные периоды взятия, потому что развитие вируса разное, и разные результаты. Их нельзя квалифицировать как один. Они как бы дополнительные, дополняющие друг друга. Когда вакцинируют от ковида социально беззащитные слои населения?
Значит, вакцинация. Началась у нас первая пробная в сентябре. Мы прививали работников красной зоны, так называемой. Все уже знают, наверное, эту терминологию. Да? Следующие вакцины у нас пришли вот буквально в ноябре, в декабре. Всего у нас поступило чуть больше 3000 вакцин. И пока все они направлены на работников медицины и социальных работников там, где есть круглосуточные стационары. Но буквально 30 декабря мы издали приказ прошлого года о расширении спектра, значит, лиц, подлежащих вакцинации. Они тоже разделены на 3 категории. Первая категория – это точно так же, это медики, социальные работники, педагоги, работники МВД, то есть полиция, работники ЖКХ, различных служб по типу «Мои документы», где большое количество скоплений народу. Да? Вторая категория – это лица с хроническими заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, заболеваниями сердца, то есть так называемые группы риска. И третья категория – это прочие гражданские служащие. Поэтому сегодня, в принципе, мы уже открыли запись. То есть, если есть желание, вы можете записаться, но мы ожидаем вакцину где-то в январе-феврале, порядка 69,5 тысяч доз для прививания нашего населения. Поскольку рынок уже сегодня потихоньку насыщается, то есть производственные мощности наращиваются, я думаю, что в течение текущего 2021 года мы будем вакцинировать полностью население. В среднем мы должны достигнуть где-то 60% от населения должны привить. Есть ли волонтерские группы для помощи одиноким пенсионерам и многодетным семьям в условиях ковида? Волонтеры – это отдельная история. И спасибо опять ковиду, волонтерское движение, мне кажется, получило второе дыхание. Медики-волонтеры у нас всегда были очень активные, у нас очень хорошее сообщество, но помимо медиков порядка вообще 4000 волонтеров в среднем в пике, вот особенно ковида, работали не только с лицами, которые нуждалась какая-то социальная помощь, работали везде, где только их призовут. Это и в колл-центрах, это по развозу лекарств, продуктов, это по развозу, не знаю, дров пенсионерам. Да? Поэтому волонтерское движение очень активно сегодня. Спасибо большое Владимиру Владимировичу, он его поднял и поддерживает. Вы сейчас знаете, что даже есть выплаты волонтерам, да? Хотя я не очень понимаю, как это волонтеры с выплатами, но тем не менее поддержка какая-то есть, заинтересованность у них есть, лидерские качества у них проявляются, какие-то конкурсы для них проводятся, то есть мотивационные факторы сегодня все существуют. У нас очень хорошо ими занимается Министерство молодежи, значит, министр Степан Анатольевич Саргадаев, очень много различных фестивалей волонтерского движения, различных каких-то у них мероприятий, поэтому я думаю, что молодежи, и даже не молодежи, волонтеры все возрасты покорны, да, занимаются этим движением. Все говорят про новый штамм ковида. По его мнению, насколько хорошо к этому подготовлены якутяне? И нужно ли готовиться к этому? Ну, вы имеете в виду великобританский штамм, да, по которому волна сейчас по всему миру. Но Анна Юрьевна Попова, руководитель Роспотребнадзора страны, уже давала по этому поводу пояснения. И я тоже в своей до этого речи говорила, что вирус, он характерен, он любит мутировать, это его основная функция. И то, что он мутирует в той же Великобритании, ну, понятно, что просто, возможно, его там обнаружили, да, и он будет сейчас называться великобританский, а может быть, на самом деле мутировал где-нибудь в Африке или еще где-то. Он мутировать может в части, и как сейчас говорят про него, в части ускорения распространения процесса. Но, тем не менее, еще раз хочу подчеркнуть, что вот год назад нашу республику, ну, для нас это было, для медицины это было ЧП, помните, был такой эпидемия кори. Вот корь, да. И спасибо, я говорю, ничего нет худо без добра, когда мы тут воевали с корью, а это реально сегодня для сообщества ЧП. Мы немножко подготовились к ковиду. Такая у нас была тренировочка. И вот корь, она распространяется в 1000 раз. В 1000 раз быстрее, чем вот тот же новый штамм великобританский нового ковида. Да? И от кори точно так же умирают люди. Но почему-то тогда, когда мы призывали общественность не ходить там, в общественные места, там, себя предостерегать, опять-таки призывали общество соблюдать санитарно-эпидемические меры, на население это как-то не действовало. Потому что такое корь? Для населения тоже такое привычное понятие, какая-то детская инфекция, о чем вы говорите. Да? Сейчас же, в меру того, что это неизвестное,
неизвестный вирус, достаточно нагнетенный по всему миру, поэтому такая реакция. А так это обычный ОРВИ мутирует в течение года обычный грипп в 3-4 раза. Следующий вопрос. ВИЧ и СПИД – это одни из самых опасных заболеваний у нас в стране. Изменилась ли какая-либо динамика роста заболевших СПИДом и ВИЧем на фоне ковида? ВИЧ и СПИД действительно ВИЧ 20 века назывался, да. Актуальность не пропала. Надо отметить, что в силу определенных обстоятельств наша республика занимает в хорошем смысле аутсайдерские позиции по заболеваемости ВИЧ и СПИДа. То есть мы находимся в конце всей страны, и может быть это наша ментальность, может быть наша отдаленность, может быть еще какие-то причины. У нас каждый год фиксируется, в среднем 20-23 человека. Но это для нашей республики это тоже, конечно, много. В основном это завозные штаммы. Крайне редко стали появляться врожденные, так называемые парентерального пути передачи ВИЧ-инфекция. Но с коронавирусом никак не коррелирует. Коронавирус сам по себе, ВИЧ сам по себе. У нас прошла одна пациентка в Нерингре, если мне не изменяет память, то ли в Нерингре, то ли в Мирном, каком-то из наших промышленных городов, достаточно молодая, к сожалению, учитывая, что есть сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет, она погибла от ковида. Ковид стал таким пусковым механизмом, то есть стартовым, погибла, естественно, она от СПИДа, но, к сожалению, ушкурила процесс ковид. То есть люди, обладающие либо СПИДом, либо ВИЧем, они более подвержены? Подвержены, конечно. Любые заболевания, которые отражают иммунный статус, снижение, это любые системные заболевания, любые заболевания, которые связаны с сосудистой системой, это сахарный диабет, любые варикозы, тромбозы, сердечные заболевания, это все является зоной риска при любой инфекции, в том числе при гриппе, почему мы говорим про вакцинацию, как важно. А при ковиде особенно, поскольку сегодня единственная причина, в чем есть сложность, что нет четкого параметра лечения. Сегодня у нас в основном это рекомендательные схемы, нет доказательной базы, что тот или иной лекарственный препарат помогает, и поэтому мы находимся в таком неком периоде испытания. И это испытание в том числе для медицины, это испытание для общества, поэтому надо максимально себя беречь при любых, еще раз повторю, инфекциях, а при новых, такой как ковид особенно. А какие основные меры профилактики по профилактике ковида вы можете дать населению? Они стандартные. Они абсолютно обыденны, может быть, поэтому плохо воспринимаются нашим сообществом, потому что они думают, как можно одними и теми же способами, например, мытьем рук, обезопасить себя от такой опасной инфекции. На самом деле все очень просто и банально. Это, еще раз повторю, это заболевание, передающееся воздушно-капельно-контагиозным путем. Соответственно, меры какие? Обычно это повышение иммунитета, это может быть начиная с закаливания организма, если вы этим занимались изначально, не надо сейчас 50 градусов впервые в жизни бежать, и выплескивать на себя ведро холодной воды. Это поднятие статуса иммунитета, это обязательно ношение тех же мер предосторожности, те же маски, как бы к ним плохо не относились, но я смотрю, население у нас уже привыкает и ходит все-таки в масках, но менять надо каждые 2 часа. Это обязательное мытье рук, это обязательное избегание массовых скоплений народа, это соблюдение социальной дистанции, это обработка своего же жилища, своего места рабочего всеми различными способами дезинфектантов. И вот эти минимальные вроде бы меры, такие банальные, на наш взгляд, и абсолютно нам привычные, для этого кажущиеся недействующими, на самом деле показывают высокую эффективность. Чем больше мы организованы, тем мы меньше будем подвержены
этому достаточно неизвестному заболеванию. Хорошо, но в любом случае, как сказать, населению придется жить с этим заболеванием. Абсолютно Так же, как и с ОРВИ, и с прочими Да, заболеваниями. надо привыкать уже, и мы всегда говорим на штабе, Ольга Валерьевна у нас Балапкина, значит, возглавляет штаб, наш оперативный, республиканский возглавляет Исаак Сергеевич сам непосредственно. Мы всегда говорим, что жизнь такая пришла, что нам придется уже жить в новых условиях. Обратного возврата нет, не будет. Мы, как медики, конечно, безумно радуемся. Мы от ковида находим кучу преимуществ в отношении чего хотя бы? В отношении того, что, если вы помните, в этом году ни разу не было ни одной вспышки дизентерии. У нас каждая осень вечно какие-то массовые вспышки, отравления, очень много заболеваний желудочно-кишечного тракта. По одной единственной причине. Мы начали мыть руки, мы начали пользоваться дезинфектантами. Все, вот банальная вещь изменила статистику кардинально. Мы не уходили дети в школу на карантин на ОРВИ, на грипп. Это тоже наша любимая тема, потому что у нас опять-таки появились везде, значит, дезинфектанты, дезары, у нас появился контроль термометрии. Простые, еще раз повторю, очень элементарные вещи, которые являются действенными. Многое ли изменилось в школе с последнего вашего визита? Ну, поскольку в школе я бываю достаточно часто, практически каждый год, за исключением 2020-го, потому что были карантинные мероприятия, для меня школа, она как была своя родная, так и осталась. У меня связи со школой не прорывалась. Но если так в целом глобально говорить, конечно, изменилось. Возможно, стало больше суеты. Нам казалось, что мы жили немножко в таком более размеренном мире. Стало, может быть, меньше общения между друг другом. Смотришь, иногда в основном смотрят все в телефоны, не общаются группками между собой. Есть изменения как положительные, возможно, так и отрицательно навеянные временем. Но я думаю, что это просто для каждого времени свое понимание, в том числе и школы. А какое у вас самое лучшее воспоминание школы? Ой, у меня их очень много. Школа для меня очень большой такой пласт любви, тепла, каких-то очень приятных, положительных эмоций. И, наверное, если было бы это не так, я еще раз повторюсь, мы до сих пор общаемся как с одношкольниками, так и одноклассниками. Если бы не было вот этой теплоты, наверное, мы бы сегодня не общались. Самые яркие события, наверное, если говорить в плане обучения, я помню, как мы встречали Елену Викторовну Мичурину. Она была нашим первым классным руководителем. Она пришла совсем молоденькая, нам казалось, она тогда уже взрослая совсем. Очень красивая женщина. Мы как раз в 43-м кабинете сидели. И сейчас уже можно, наверное, сказать, мы, девчонки, все сидели, зачем наблюдали, в каких она сапогах, какие у нее ногти. То есть, такие девчачьи у нас были шуточки. Конечно, замечательный педагог, прививший к нам любовь к своему предмету. И мы до сих пор общаемся, и сегодня это уже такие больше дружеские отношения. И это, наверное, очень приятно. Еще очень интересные моменты были как раз связанные с Агеевой Любовью Степановной, как она нас воспитывала, как она нас ругала. Всегда рассказываю случаи, как Александра Алексеевна Чернинова нас ругала за то, что мы прогуляли урок биологии. Тогда еще был Якутский государственный университет. У нас было 3 подружки, и мы не пошли. Александра Алексеевна вызвала нас, к себе в класс. Выстроила в директорскую, выстроила в колоночку, отчитывала. И мы такие, а почему там? Мы никто не будем там биологами, мы никто не хотим с животными работать, мы не будем животных резать. Лена, ты же собралась в медицинский. Поэтому такой был у нас очень интересный момент. Животных до сих пор люблю. Дети у нас неопатологические животнолюбы, у них целый контактный зоопарк, и дома у нас тоже животные живут. В общем, воспоминаний, наверное, сейчас даже, видите, по моему эмоциональному фону, даже интервью, которое мы брали буквально полчаса, я была более спокойная, чем сейчас, потому что это все очень навеивает, такие ностальгические, приятные эмоции. В завершении нашей сегодняшней встречи я бы хотела спросить то, что бы вы хотели пожелать нашим школьникам, студентам и врачам в наступившем новом году. Спасибо. наверное, со школьников. Школьникам получать удовольствие от тех
дней, которые вы проводите в школе. Это самое прекрасное вообще время, когда можно творить, совершать ошибки и не бояться об этом, какие-то новые достижения, себе планы, цели строить. Что касается медицинского класса, я, во-первых, хочу сказать, что я благодарна 31-й школе за то, что мы в свое время еще с Мичуриной Еленой Викторовной, с Ириной Шамилиной Малагуловой приняли такое решение, что медицинский класс будет в 31-й школе, очень активно, и ее ведет Малая академия, за что тоже отдельное спасибо медицинскому институту, и показывает хорошие результаты. Я вижу сегодня уже своих студентов, которые закончили 31-ю школу, медицинский класс. Хочу им пожелать любви в профессии. Наверное, это самое важное. В медицине вообще нельзя приходить не влюбленный в профессию. Это не та специальность, где можно ошибаться. Это специальность, где вы должны любить в первую очередь людей. Вот проверьте свои чувства и приходите в профессию уже с полной самоотдачей, с верой в профессию, наверное, с патриотизмом неким, когда есть вот сегодня наши медики, возвращаясь к ним, доказывают каждый день своей службой героические поступки. Своим медикам, коллегам, друзьям, у меня очень много моих однокурсников, одноклассников, медиков. Я желаю здоровья, чтобы они как можно больше берегли себя, чтобы они получали удовольствие от своей работы, благодарных пациентов и того престижа профессии и гордости за свою профессию, которую мы получили в 2020 году. Хорошо. И на данной ноте мы хотим вам подарить небольшой подарочек от лица 31-й школы. Спасибо большое, очень приятно и очень символично. Спасибо. Спасибо за интервью. Спасибо вам.